Я обычно не рассказываю про свою семью, но раз наша власть гнилая затронула мою семью, я бы хотела рассказать про мою маму. Моя мама воспитывала нас одна. Когда умер отец, мне было всего 3 года, а сестренке 1,5. С тех пор вся ответственность за наше воспитание лежит на ее хрупких плечах. И от этого она стала еще сильнее. В медицине она 42 года. В прошлом году она вышла на пенсию. Но с нашей мизерной пенсией невозможно прожить, и она была вынуждена остаться в медицине. В поликлинике номер 1 есть реабилитационный центр. Там она работает много лет. И сейчас этот реабилитационный центр уволил ее, расторг с ней договор и лишил ее возможности к достойному существованию. Медицина для нее – это призвание. Она обожает это дело, она всей душой каждый год обучается, ездит на конференции. Она высококвалифицированный специалист. Когда была конференция и приезжали специалисты из Турции, ей единственное предложили стажировку в Анкаре. Одной единственной из всех. Она закончила магистратуру в 60 лет. Она всю жизнь училась. Она всю жизнь проходила разные специализации, повышение квалификации. И эту любовь к обучению она и передала нам. И я, и сестренка, мы преподаем. Она реабилитолог, она инструктор по ЛФК. Она работает с такими пациентами, как с диагнозами ДЦП, также с взрослыми людьми, пожилыми людьми после инсульта и переломов. Она показала потрясающие результаты. И сейчас эта гнилая власть уволила ее и лишила нуждающимся в ее квалифицированной работе детей и взрослых людей такого специалиста. Сейчас она в подавленном состоянии, потому что вместо того, чтобы благодарить ее за проделанную работу, ее просто расторгают с ней договор только потому, что ее дочь защищает своего мужа, защищает себя и говорит правду. У нее просто большое количество благодарных пациентов. Это квалифицированный специалист, который свой стаж, свой опыт использовала всегда в работе. Сегодня день учителя, а она преподает в университетах и в колледжах, и ее увольняют. В день учителя это ее призвание. Она столько могла передать новым специалистам. Она могла стольким людям помочь выздороветь. За то, что мы не побоялись сказать правду в лицо и на все услышание, ее лишили работу. Сейчас под вопросом и моя учеба в докторантуре. Я учусь уже 3-й год. И я предполагаю, что и меня могут отчислить. То есть это мощнейшее давление на нашу семью. Только потому, что мы не продались, не прогнулись и дальше отстаиваем свои права. Если вы думаете, что таким образом вы меня напугаете или я сойду с дистанции, вы глубоко ошибаетесь. Я буду идти до конца, и честь и достоинство своей семьи я буду нести с высоко поднятой головой. Алга, Казахстан.